ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ушел из жизни один из театральных актеров нашего города. Говорят, незаменимых людей нет, но, как утверждают театралы, в случае с Вадимом Печниковым все наоборот. Театральной жизни студии «Фрески» он посвятил последние 15 лет. Как считает режиссер, за это время Вадим сыграл свои самые звездные роли. В каждого персонажа он вдыхал жизнь, а не просто показывал со сцены безликих людей. Это такой высокий уровень интеллекта, таланта. Я просто не знаю. Теперь многие спектакли мы могли бы восстановить и играть, но вот те спектакли, в которых играл Вадик, мы не сможем восстановить и никогда не будем уже больше играть, потому что, нету больше такого актера, нету. Вадим Печников в большинстве играл главные роли. Как вспоминает Ольга, когда ставили спектакль «Авгиевы конюшни», у нее не было актера на главную роль, а сыграть нужно было не кого-то, а самого царя Авгия. Совершенно случайно, на улице, она встретила Вадима, и, как говорит руководитель, звезды сошлись. Его театральный талант простирался от городничего в пьесе Гоголя «Ревизор» до 8-месячного нерожденного младенца в постановке «Рождение». Над этим спектаклем Печников работал вместе с молодой актрисой Екатериной Орловской. Как говорит Катя, начинали тяжело, она студентка, а он профессионал. Он единственный, наверное, такой человек, которому я позволяла просто выругаться на меня для того, чтобы погрузить меня в предлагаемые обстоятельства. Он мог прийти и начать с того, что ты такая раз такая, там вот тебя никто не любит, там туда-сюда. Погружаешься полностью в состояние, отыгрываешь роль, он в конце подходит, обнимает, ты плачешь у него на плече, он говорит: ты молодец. Как говорят театралы, сегодня таких людей осталось мало. Тех, кто настоящий не только на сцене, но и в жизни. Вадим никогда не жаловался на свои болячки, хотя его постепенно косила страшная болезнь. Он до последнего момента наслаждался жизнью. Последние дни Вадим Печников провел в больнице. Ольга вспоминает, при очередном посещении она поинтересовалась о прогнозах на будущее, на что актер с присущим ему оптимизмом ответил: «Не дождетесь». 6 апреля состоялось прощание и похороны великого актера.